Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так: планы высших сил на ваше будущее. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, назовите свое имя, обратитесь к высшим силам, так и спросите, что высшие силы вы запланировали на мое будущее. И давайте посмотрим. Думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, выходит много троек. Тройки – это про обучение, образование, новые знания, какое-то, знаете, самообучение у кого-то будет. Вы будете учиться. Высшие силы считают это необходимостью для вас, для вашего будущего, для вашей жизни. Если сейчас вот в комментариях кто-то прям потянулся писать, что куда мне учиться, у меня уже пенсия, мои хорошие, пути Господни, они неисповедимы. Нам четко показали, что с правой стороны, что с левой стороны много троечек. Это необходимость, прям необходимость пройти обучение. Обучение, кстати, будет происходить в разных сферах жизни. Кто-то действительно запишется на курсы, кто-то будет дома сам учиться, кто-то преподавателя себе наймет и будет учиться. У вас... Но вот я вижу, да, часть обучения идет по какой-то острой необходимости. То есть нужно обязательно чему-то научиться. Нужно обязательно получить, может быть, какую-то корочку, диплом, там, лицензию получить. И вы будете это делать. Вот кто-то явно идет учиться водить автомобиль. Опять же, идет какая-то острая необходимость, прям срочно, важно, обязательно нужно научиться, либо, если вы умеете, получить водительское удостоверение, да, водительскую лицензию. Будете нервничать, я не буду от вас скрывать, я вижу, что вы нервничаете, я вижу, что вы очень переживаете, боитесь, возможно, даже. Но у вас все получится, причем, знаете, как страх, он где-то пройдет после там 2-3 раза. Ну, если мы говорим о вождении, о практике вождения. Потом поймете, что ничего сложного нет, что это все легко, да, все вам дастся легко. Вот. И будете еще и удовольствие получать от того, что вы водите автомобиль. Главное, не нервничайте, особенно перед сдачей, например, экзаменов. И тогда все пройдет просто вот в легкую все пройдет. Так, кто-то у меня пойдет обучаться иностранному языку. Тоже идет как острая необходимость. То есть вам очень важно будет обучиться уметь, я не знаю, там, разговаривать, писать, читать. Может быть, вы умеете, да, там, можете построить там разговор. Пусть там не поэтически, но тем не менее. Вот самое необходимое вы можете объяснить. Но вам нужно будет расширить свои знания, углубить свои знания. А здесь, скорее всего, вот какие-то курсы идут. Курсы, вокруг вас люди, такие же вот жаждущие знаний, да, желающие обучиться иностранному языку. У вас там очень прекрасное время идет. Время, когда вы в таком дружном коллективчике, все вы какие-то похожие, либо по мыслям, либо по желаниям, либо по проявлениям. Вы не только получите эти знания, но вы еще найдете прекрасных друзей. Какие-то замечательные контакты у вас заведутся именно на этих курсах. Вот, и будете дружить именно с этими людьми. По крайней мере, я вижу тут, либо 3, опять же таки, да, троечка идет, либо 3 человечка, с кем вы там очень крепко завяжетесь, либо через какого-то человечка у вас еще появится несколько контактов, важных именно для вас, для вашей жизни. Ну, допустим, да, вот просто пример, обычный пример. Вы знакомитесь с человеком, а человек вам говорит: а вот у меня мама массажист, да, а вам как раз очень нужен толковый массажист. Вот, прекрасное знакомство, ну и так дальше. Так, какие еще планы у высших сил? План
заставить вас жить по-другому. Что-то вы делаете не так, что-то вы делаете неправильно, по крайней мере, в отношении к себе. Может быть, вы себе в чем-то отказываете, вы себя, например, ограничиваете, что-то себе не позволяете. Либо наоборот, вы очень много себе позволяете, вот в плане, например, еды. Да? Вот что хочу, то и кушаю, даже если оно там не полезное, а вредное. И от этой еды, например, у меня проблемы со здоровьем. Здесь идут какие-то условия определенные. Но у тех, у кого лишение, кто не мог себе позволить, ну, допустим, да, возьмем пример еды. Да, возьмем пример еды, самый вот простой пример. Допустим, вы хотели бы питаться правильно, вы хотели бы питаться разнообразно, но у вас нет возможности. Просто ее даже нет куда взять. Да? Эта возможность у вас появится. Если вы, наоборот, питались неправильно, вы не соблюдали диету, вы, скажем так, кетчуп майонезом запивали. Я никого не осуждаю. Я сама такой человек, могу потерять контроль, когда чего-то очень хочется, да, либо если что-то очень вкусное. Я не осуждаю, даже не думайте. Это тоже, да, мне кажется, что это как какой-то, как наваждение, да, какой-то вид зависимости от еды. Да. То, возможно, вас так вот прям по здоровицу, да, вот где-то вот так прихватят и скажут: смотри, видишь, если дальше будешь продолжать, будет только хуже. И вы уже как по необходимости начинаете переходить на правильное питание. Вы начинаете за собой следить, вы начинаете, там, не знаю, считать калории, там, полезный коэффициент там, съедаемого. Вот. И у вас вот как становится это нормой жизни, правилом жизни. Так, кто-то, кстати, избавится от вредных привычек. Тоже идет какая-то необходимость. Может быть, по здоровью связано, а может быть, связано с какими-то правилами. Ну, допустим, вы поступили на работу, где не приветствуется, курение. Да? Курение не приветствуется. И вы понимаете, что вы целый день просто не выдерживаете находиться в офисе и не курить. Вот. Вы начинаете искать способы и средства избавиться от этой зависимости, либо ее облегчить. Вот. И вы их находите, а потом туда-сюда раз и бросили. Понимаете, так идет. Так, про алкоголь я тут говорить не буду, сами все понимаете. Дальше, мои хорошие. Здесь я вижу перед собой женщину, очень прекрасную женщину, которая за собой, простите, да, но я вынуждена это сказать, скорее всего, вы за собой не ухаживаете. В плане, не балуете себя какими-то кремами, масками, косметологами, может быть, какими-то специальными процедурами. Вы либо из-за отсутствия средств это делали, либо вы, в принципе, считали, что это все не полезно, не несет никакого положительного эффекта, и это чисто маркетинг, да, типа привлечение людей, реклама, выманивание средств. У вас идет знакомство с уникальной женщиной. Эта женщина, она просто гениальна, она талантлива, она обладательница невероятных рук. В руках у нее особая энергетика, то есть она не только делает все очень хорошо, но она руками своими передает такой позитив, хороший настрой. Кстати, может даже чистки делать. Вот из этой женщины получился бы прекрасный энерготерапевт. То есть руки у нее особенные. Вот прям такие мягкие, добрые. И вот ее прикосновения, они как целительные идут. Вы с этой женщиной познакомитесь, вы попадете к этой женщине, не знаю, на прием, может быть, она стилист, косметолог. Вот. Эта женщина из вас конфеточку сделает. Эта женщина вам расскажет, что, как, почему, от чего. И в ее вот этих заботливых, энергетически сильных ручках вы преобразитесь. Вот ваш этот потенциал красоты, которая сейчас скрыта за неухоженностью, все это расцветет, все это выйдет наружу. Вы станете просто невероятной. Вот люди будут открывать рты, когда будут смотреть на вас. Да? Вот такой эффект бомбы, понимаете? Я уж не говорю про комплименты, будете уже пачками их получать. Да, вы начнете за собой ухаживать. Это очень правильно. Это очень и очень правильно. Не для кого-то, не для каких-то мужиков, а именно для себя. Вот чтобы смотреть в зеркало и наслаждаться отражением. Так. Здесь вот у меня мужчина вышел. Мужчина вам знакомый.
Либо это какой-то ваш бывший, либо это мужчина, который, ну вот где-то под ногами у вас крутится. Может быть коллега, может быть сосед, а может быть и, ну допустим, ну какой-то приятель, да, может быть он сын там подруги вашей мамы, да, либо там соседки сын. Вы как-то вообще либо забыли про этого мужчину, либо не обращали на этого мужчину никакого внимания. Высшие силы вас вот так немножечко к друг другу подтолкнут. Девчоночки, ну кто-то восстановится с бывшим мужчиной, однозначно, да, тут просто высшие силы другого варианта для вас не видят. То есть и вы поменялись, и бывший ваш поменялся, и уже по новым правилам вы в новые отношения входите. Хорошие будут отношения. А кто-то вот именно обратит внимание на мужчину, который вот всегда под ногами крутился. Так вот легко сойдетесь, вам будет очень приятно вместе, очень приятно. Вы прям будете удивляться, у вас будут разговоры, да, вы там будете говорить с этим мужчиной и удивляться, как так, мы так долго друг друга знаем, да, много раз там встречались, виделись, но что произошло, почему такая искра, почему вот такое желание вот быть вместе, общаться, быть в обществе друг друга. А это высшие силы постарались. Вы друг другу хорошо подходите на самом деле. У вас как-то вот спокойненько все начнется. Такая, знаете, маленькая искорка начнет постепенно разгораться и превратиться в огромное пламя. Очень, кстати, хорошие отношения идут. Так, здесь, кстати, для девушек, для женщин, кто сейчас страдает от недостатка средств, либо, может быть, вы работаете, но денег все равно не хватает, либо бизнес ведете, как-то вот вам тяжело в последнее время пришлось. У вас как разочарование за разочарованием идут, вот именно по финансам, по бизнесу, по вашей работе. Как хлебнули вы горе, да? Вроде все делаете, вроде работаете там за 10, пашете 24/7, но результат он либо никакой, либо нулевой. Да, кто-то вот в минус прям ушел. Может быть, вы брали кредиты, да, под бизнес, либо рассчитывали, что у вас работа хорошая, стабильная, а все видите, как получилось, да, и тянетесь в последние силы, ничего не получается. Вот высшие силы для вас приготовили какое-то новое дело, новое, либо это новая работа, либо это новый бизнес, вот чем-то вы будете заниматься. Это что-то невероятное, то, о чем вы совершенно не думаете, но к вам это само придет. Вот уж не знаю, как они там это все обставят, но к вам именно в руки придет. Придет. Кстати, придет основная работа и придет еще какое-то дополнительное дело. Вы видите, просто на эти два дела посадили сову. То есть мне запрещено говорить, и мне не покажут даже, да. Вот сова сидит, но это мудрость, это тайна, это то, что нам сейчас знать не надо. Будет, девочки, будет, и вы такая статусная станете, вы такая представительная станете, ну прям хозяйка жизни, вот честное слово, вы, по крайней мере, себя так будете считать, да, я уж не говорю про всех остальных, при том, что вы очень самокритичный человек, но вы будете себя считать хозяйкой жизни, вы ей обязательно станете. Вы, кстати, еще какой-то благотворительностью будете заниматься. Либо для детей что-то будете делать. Может быть, откроете какую-нибудь там, не знаю, детскую площадку, либо игровой центр. Вот именно для детей какое-то доброе дело сделаете. И это замечательно. Так, это, кстати, предсказание было именно для женщин. Если смотрят меня мужчины, у вас немножко по-другому будет. У вас появится невероятная женщина, вот знакомство. Если вы мужчина свободный, то это однозначно на брак, на любовь. Если вы мужчина семейный, то эта женщина, она будет гораздо старше, чем вы, и она уже как с позиции мамы к вам будет относиться. Вот эта женщина, она вас, ну как вытянет, понимаете, вытянет из ваших бед, подскажет, поможет, поддержит, с нужными людьми познакомит, там, может быть, даже в вас будет вкладываться. Но женщина в вас поверит. Вот, так что, мужчинки, извините, но у вас именно так пойдет. Женщина, он сама пробивается, а мужчинка через женщину пойдет. Это не стыдно, это неплохо. Вам просто нужна поддержка. Вот, и вам будет послана эта женщина.
Так, ну а мужчина, кто хотел построить семью, у вас тут прям комбо, да? Женщина и красивая, и богатая, и состоявшаяся, и в вас верит, что самое главное. Если вы боитесь идти в отношения, где женщина, ну, повыше, да, вот именно по финансам, чем вы, либо по, там, не знаю, связям, ничего не бойтесь, она никогда ни словом, ни делом вам не то чтобы не скажет, даже не намекнет. Вот. Не надо бояться, она очень хорошая женщина. Так, еще очень важный момент – это переезд. Он не у всех отыграется, но вот у кого-то он идет глобальный. Глобальная смена места жительства, очень похоже на иммиграцию. У кого-то иммиграция идет спланированная, то есть вы долго об этом думали, вы долго мечтали, хотели, там, не знаю, работали над этим делом, несколько лет, может быть, потратили. А у кого-то идет иммиграция вот как принуждение, да, то есть под воздействием каких-то событий или обстоятельств вы вынуждены покинуть свой дом, покинуть, например, свою страну и переехать куда-то, ну, совершенно незнакомое вам место. И начать жизнь просто с нуля, заново, в совершенно незнакомой вам обстановке. Кстати, да, я не первый раз вижу такую дорогу. Я даже, по-моему, обещала вам сделать отсыпку. Сделаю, немножко попозже сделаю. Вот. Это очень судьбоносный момент, который действительно все меняет. Ну что сказать, вы хоть в переезд, хоть в эту вынужденную иммиграцию, вы идете с тяжелым сердцем. У вас есть страхи и опасения, особенно у тех, у кого есть дети. Страх у тех, у кого определенный возраст, да, если вы, например, там 40 плюс, да, как вот устроиться на новом месте, как заново все начать. Очень много вопросов, очень много сомнений, и даже вот под ложечкой сосет, да, вот настолько вот этот страх вселился в ваше тело. Значит, мои хорошие, туда, куда вы едете, там не волки живут, там не звери живут, там живут очень адекватные, спокойные и рассудительные люди. Вам там помогут. К вам на новом месте отнесутся как к родственнику. Родственник, да, ну, там не близкий, там не брат, не сестра, а, допустим, там двоюродный брат и сестра. Вот именно такое отношение вы будете к себе ощущать. Очень много людей, которые будут переживать за вас, которые будут пытаться вам помочь, да, вот чем могу, тем помогу, то есть будут подходить и сами предлагать вам помощь. У вас два пути: либо вы будете отказываться и вам будет, ну, чуть посложнее, либо вы будете принимать, как не будете заморачиваться и будете принимать эту помощь. Понимаете, в чем дело? Вы не просите, да, вы не идете с протянутой рукой и не просите, там, дайте, подарите, сделайте. Нет, вы этого не делаете. Люди подходят сами. Человек подходит и говорит: вот у меня есть, ну, допустим, там, у меня есть 2 фломастера, мне они 2 не нужны, я могу одним поделиться. И вам человек предлагает. Вот. Понимаете, вот такая идет история. Принимайте помощь, будет все намного легче. По поводу работы, ну, вы там себя найдете, вы там 100% себя найдете и будете очень довольны. Вот. Про детей я вообще молчу, потому что детки у вас будут на своем месте, да, как-то быстро вольются в коллектив, быстро освоятся там с иностранным языком. И, кстати, будут вам всю жизнь благодарны именно за то, что вы переехали, потому что там детки будут счастливыми. Тут. Так, еще один важный момент – исполнение какого-то желания, либо какой-то мечты, какой-то затеи, идеи, да? Что-то есть у вас в голове, такое прям сокрытая ото всех, очень смелая мечта, либо очень смелая идея. Вы знаете, думаете об этом и как о каком-то идеале. Никаких действий вы не совершаете для того, чтобы это осуществить. Может быть, раньше пытались, но у вас не получилось. У вас в течение ближайших 2 месяцев появится, ну, даже не возможность, а скорее как толчок к тому, чтобы вы осуществили эту свою мечту, это свое желание. Время пришло. Время пришло не мечтать, а осуществлять. И вы будете это делать сами, для себя, своими руками. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.